Человек, мусульманин, должен бояться Аллаха Субхану ва Тааля во всех вопросах, которые связаны с шариатскими хукмами. Не спешить что-то говорить в религии Аллаха Субхану ва Тааля, заявлять о каких-то хукмах. Особенно если речь идет о таком опасном деле, как такфир. Такфир, то есть вынесение суждения о ком-то, что он вышел из ислама и стал неверующим. Это очень опасно. Но многие люди очень спешат в этих вопросах. А нужно бояться Аллаха Субхану ва Тааля. Да, может быть, ты такой человек, ты любишь религию. Есть такие люди, ревностные, переполненные эмоциями. И они, не задумываясь или недолго размышляя, проявляют спешку и кого-то из людей называют кафиром, называют неверующим. Это очень опасно. Если ты назвал кого-то из мусульман кафиром, неверующим, а этот человек недостоин того, чтобы назвать его кафиром, то тогда, как сказано в хадисе, это вернется к тебе самому, да упасет Аллах Субхану ва Тааля. И ты должен понимать, что вынесение такфира – это очень опасная вещь, потому что из этого вытекает много страшных последствий. Если человек обвинен в неверии, что это значит? Это значит, что нельзя выдавать за него замуж. Правильно? Нельзя женить его. Если он умрет, нельзя хоронить его на кладбище мусульман. Если он умрет, нельзя заворачивать его в саван, нельзя его мыть, нельзя ему наследовать. Если у него кто-то умер из родственников, он не может наследовать ему. Сколько вытекает опасных вещей из обвинения человека в куфре. Поэтому обязательно в вопросах такфира, во-первых, нужно обращаться к людям знания, к тем людям, у которых есть полномочия для этого, шариатские судьи или ученые, простые люди, начинающие тулябуль ильм и так далее. Такие люди, как мы с вами, мы не имеем права заниматься этими вещами. Хорошо, если речь идет о такфире конкретного лица из числа мусульман. Если речь идет о такфире конкретного лица из числа мусульман. Нужно провести разницу очень четко между такфиром в общем и такфиром конкретного лица. Такфир в общем, то, что называется, что такфир аль-хукм. То есть, суждение о каком-то действии или слове, что это куфр. Да, здесь мы следуем Корану и Сунне. Если Аллах Субхану ва Тааля сказал про что-то, что это куфр, это мы говорим, это куфр. Сказал пророк алейхиссалату про что-то, что это куфр, мы говорим куфр. Сказано про какую-то категорию людей, что это неверующие, да, мы говорим, эти люди неверующие. Но конкретный человек из мусульман, вынести решение про него, что он вышел из религии, все, он стал кафиром, здесь что обязательно, во-первых, мы сказали обращение к уляма, во-вторых, должно быть твердо установлено, что то, что делает этот человек, это действительно куфр, потому что сколько вещей, которые кто-то считает, что это куфр, а на самом деле это не куфр, да, это может быть большой грех. Может быть, человек упорствует в этом большом грехе. Внимательно. Иногда человек делает какой-то грех много, часто, открыто перед людьми. Некоторые люди думают, это значит кафир. Потому что так открыто делать в таких масштабах этот грех может только кафир, все, значит он кафир. Нет. Пока это большой грех, что? Это не куфр, верно? Второе, что? Нужно точно знать, что действительно то, что делает этот человек, это действительно что? Куфр. Это неверие. В-третьих, есть условия и есть препятствующие обстоятельства. Для такфира должны быть соблюдены условия, шурут. Хорошо. И должны отсутствовать вещи, которые препятствуют такфиру. Только в таком случае выносится что? Такфир. Условий их много. Самое главное из условий какое? Ильм. Знание. Знание. То есть, если человек не знает шариатский хукм, то вынести решение о нем, что он кафир, нельзя. Может быть, человек не знает, что это харам. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране во многих местах. «Русулян мубашширина мунзирин лиан ла якуна линнас аля Аллахи худжа ба'да русуль». Отправили мы посланников благовествующими, увещевающими, чтобы не было у людей довода против Аллаха после посланников. То есть без знания, не пришли еще посланники, Аллах Субхану никого не наказывает, сначала что уведомляет. Но если человек не знает, его незнание является препятствующим обстоятельством к такфиру, соответственно, знание хукма шариатского является что условием для такфира. وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. И не наказывали мы никого, пока не посылали что? Посланника. Поэтому обязательно этот шарт. Еще из условий, чтобы человек это сделал, действие, которое является куфром, по собственной воле и без принуждения.
Аллах Субхану Тааля говорит: «Ман кафара билля мин ба'ди имани илля ман укрих ва кальбу мутмаинну бил иман». Кроме тех, которые проявили куфр после неверия, куфр в Аллах после неверия, кроме тех, которые принуждены, но их сердца при этом были спокойны в вере. То есть принуждение это тоже, что препятствующее обстоятельство к такфиру. Еще что может быть препятствующим обстоятельством к такфиру? Произнесение чего-то в состоянии какого-то эмоционального возбуждения, или сильный страх, или сильная печаль, или сильная радость, как тот человек, который вскочил, когда потерялась его верблюдица в пустыне, а на верблюдице была и вода его, и пища, и она пропала, и человек все понял, что он теперь умрет в этой пустыне безжизненной. И уже лег, чтобы умереть. И вдруг, когда открыл глаза, увидел, что эта верблюдица нашлась, она вернулась, стояла возле него. И он от этой своей радости, которую переполняла, и благодарности Аллаху, он вскочил и сказал: «Аллахумма анта абди ва ана раббук». «О Аллах, ты мой раб, а я твой Господь». Пророк ﷺ говорит: «Ахта ми шиддатиль фарах». Ошибся из-за сильной радости. Поэтому этот вопрос такфира, каждый раз нужно напоминать об опасности, серьезности этого вопроса.